Тем временем уже почти год, как в Коме открыты центры амбулаторной онкологической помощи в рамках нацпроекта здравоохранения в Сыктывкаре, Эжве, Ухте и Воркуте. Специализированная медицинская помощь стала доступнее. На базе центров онкопомощи пациентов обследуют, ставят диагноз, а также лечат. Эффективность работы столичного амбулаторного онкоцентра при поликлинике сегодня оценила заместитель председателя правительства Коми Лариса Карачева. Какую помощь оказывают пациентам и что в перспективе намечено в борьбе с грозным заболеванием в Коме, расскажет Ольга Коняева. В третьей поликлинике наблюдается 150 тысяч жителей Сыктывкара и южная часть Сыктывдинского района. В октябре прошлого года при учреждении открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Теперь при подозрении на опухоль не нужно ехать в онкодиспансер в Максаковку. Естественно, когда начинали только вводить данное подразделение, пациентов было немного, потому что переключение, естественно, с онкодиспансера на ЦОП имело свои сложности. На сегодняшний момент в дневном стационаре прошло где-то примерно 550 человек, а на приемах где-то 1500. Прием ведут 6 врачей, 2 штатных онколога, остальные по совместительству. Консультация и углубленное обследование для постановки диагноза – все происходит в одном месте, в своей поликлинике. Сейчас располагаем и компьютерным томографом, и новым современным УЗИ экспертного класса, что позволяет хорошо диагностировать опухоли. Мы проводим и пункционные биопсии под контролем УЗИ. Чаще всего среди женщин рак молочной железы. Очень часто диагностируется рак легких, причем и среди женщин, и среди мужчин в последнее время он стал диагностироваться, рак желудка. Много стали выявлять меланомы. Тех, кто уже с диагнозом, ставят на диспансерный учет. Новых пациентов направляют терапевты и узкие специалисты. Обследование начинается уже на следующий день. Главная миссия центра – выявить заболевание на ранней стадии и лечение начать как можно быстрее. В центре пациенты проходят лечение. Химиотерапию многие переносят тяжело, а потому здесь же при необходимости оказывают специализированную помощь. А еще важно, что все без очереди и возле дома. Давление, пульс померили и подключаем полностью. Девочки начинают подключать химиотерапию. Понятно. С препаратами у вас все Пока проблем с препаратами у нас нет. Лечащий врач оперативно оценивает эффективность и переносимость лечения. В случае побочных реакций – восстановительная терапия. Обращаются в центр и жители других населенных пунктов, где нет возможности проводить химиотерапию в условиях дневного стационара. Я могу официально заявить, что мы можем избавить человека от злокачественного образования, вылечить его. Главное вовремя. Главное вовремя, главное как можно раньше. Во-первых, это и проще для пациента, это органосохранная операция, это и надежное лечение. То есть мы можем избавить от столь грозного, смертельно опасного диагноза. Год назад, вопреки пандемии ковида, в республике появилось 4 центра онкологической помощи при поликлиниках в Сыктывкаре, Эжве, Ухте и Воркуте. В этом году в центре поступит еще 5 единиц оборудования. В Ухтинской поликлинике идет ремонт помещения под установку компьютерного томографа. Эти мероприятия стали возможны в рамках национального проекта здравоохранения. Отремонтированы помещения, оснащены серьезным современным оборудованием. Дооснащение этих центров продолжается. В этом году республикой выделяется 69 миллионов на дополнительное оснащение центров амбулаторной онкологической помощи. Организационную и методическую помощь таким центрам оказывает республиканский онкодиспансер. Туда же направляют пациентов в уже более тяжелых случаях. Часть онкологических заболеваний помогают лечить специалисты федерального уровня. Наука не стоит на месте, появляются новые препараты, современная терапия. Существует несколько видов опухолей, а именно 12 локализаций, которые подлежат обязательно консультации в федеральном центре. Те пациенты, которым мы ставим такой диагноз, мы обязательно консультируемся в федеральном центре. Нашим главным центром является Северо-Западный институт, это научно-исследовательский институт, как сейчас говорят, НИЦ, имени Петрова. И в принципе мы довольно активно работаем со всеми федеральными центрами, и НИИ Блохина, и Герцена, и Петрова. Узнать об онкологическом диагнозе всегда неожиданно. Пациенты теряются в таких ситуациях. Следующий шаг, на который готова пойти республика – организация немедицинского сопровождения онкологических больных. Записать и сопроводить на прием, подготовить документы. Время, а еще поддержка в таких случаях, как никогда, дороги. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.